Здравствуйте, дорогие зрители! С вами подкасты «На крыльях», и у нас сегодня очень интересный выпуск. Мы будем говорить о нетворкинге и социальном капитале. У нас сегодня традиционно Алик Пухаев Салам. и его родственница Фатима Кусова. Значит, отправной точкой для нашего разговора послужила лекция Екатерины Шульман, которая называется «Как нам дальше жить», по-моему, она называлась, да? Точнее, один фрагмент, где она говорит о социальном капитале. Думайте о себе, о своих близких, о вас никто не позаботится. У родного государства совсем другие сейчас приоритеты, цели и задачи. Оно, как это в известном анекдоте, она и при жизни не отличалась темпераментом. Еще раз повторю, сейчас недовольны это в основном те, кто недовольны, что называется, из моральных соображений, нравственных соображений, из политических соображений, исходя из своего понимания последствий. Следующая, так сказать, группа недовольных будет недовольна по совершенно другим причинам, потому что денег нет. Бедность – это варваризация. Война – это мгновенная варваризация, это срезание того слоя цивилизации, который мы все наращивали с такими трудами и усилиями, и, что самое трудновыносимое, с такими успехами в течение последних, наверное, 25-30 лет. Социальных сетей может не быть, социальные связи останутся. Кроме нас, у нас больше никого нету. Этот ролик в осетинском сегменте интернета получил большую популярность, люди его пересылают, обсуждают. И мы решили поговорить немного об этом. Точнее, я попросил Фатиму рассказать о самом, наверное, интересном кейсе нетворкинга, по крайней мере, известном мне. Да? О чем, собственно, говорила Екатерина? Она говорила, что в условиях нарастающего кризиса, в условиях сложного внешнеполитического положения большую роль будут играть социальные связи, родственники, друзья и так далее. Все то, что поможет нам выжить в этих непростых условиях. Правильно я говорю, Алик? Да, абсолютно об этом говорила. Вот. Я попросил Фатиму рассказать нам о той работе, которую она проводила 4 года назад. Фатима, расскажи нам суть этой работы. Во-первых, расскажи нам, кто такой Мохаммад Корнаев. Мохаммад Корнаев – это мой прадед. По маминой линии это прадед. У меня мама Корнаева, это ее дед. И в его семье у него было 15 детей. И, конечно, когда мы были маленькие дети, то мы... в моей голове это очень трудно умещалось, каково это 15 детей в одной семье, и мама всегда говорила о том, что сохранилось, говорили так, что очень дружно они жили, и мама всегда хотела собрать эту семью, она их не знала. Подожди, у Мохаммада была одна жена? Да. И 15 детей? Да. Это мать-героиня в квадрате? Да. Так, и у твоей матери была мечта собрать всю эту огромную семью. А кто-нибудь еще остался из второго поколения детей? Нет. То есть ты имеешь в виду из 15 детей? Да. Нет, никого не осталось. Потомки. Да, потому что семья жила, это был конец 18-го, начало 19 века. А потомки остались. И почему моей маме это хотелось сделать? Потому что из всех, получается, двоюродных своих братьев и сестер она была самая младшая. И у нее был возрастной разрыв со своими кузенами, да. И у нее, соответственно, они все разъехались, они были родом из Дегоры, но со временем они все по России разъехались, кто-то за рубеж уехал, и не было связи с ними. И 20 лет назад, когда они хотели собраться, первая идея прозвучала о том, чтобы их собрать, то не было интернета, не было возможности социальных сетей быстро собраться, связаться, и у них не получилось. И поэтому они как-то в этом разочаровались, что это очень сложно сделать, очень большая семья, и это трудно. То есть, правильно я понял, 15 детей, они разъехались по России, но они как-то продолжали с друг другом поддерживать связь. Да. То есть старшие, они еще друг друга знали. И как раз-таки с чего началось, откуда пошла идея собрать их, мы традиционно на Новый год ездим к маминому двоюродному брату, а он самый старший из
ну, из мужчин двоюродных, кто в них остался, ну, то есть такой вот старший, ему было 78 лет тогда, ну, под 80. И мы сидели просто на Новый год, мы с мамой приехали в гости, и он начал рассказывать о том, что вот этот был, вот этот наш родственник, вот этот наш родственник. И я понимала, что в его голове есть структура, он понимает, кто кому как. И вот в тот момент я поняла, что вот если сейчас я у него не спрошу, если сейчас, ну не то, что спрошу, он там не рассказывает, но если сейчас я не запишу и не сделаю систему, то вот эта нить будет оборвана. И вот с этого началось. Вот можно я зафиксирую вот этот момент? Это очень важный момент. Насколько важно фиксировать информацию от своих стариков. Особенно сейчас, когда настоящий вот этот коронавирус, это настоящий геронтоцид. Ну, я по Ордонской еду, и вокруг него улицы постоянно похороны, постоянно там. Вот, в какой-то момент каждую неделю я видел там похороны. И ну и видно, что там, как бы есть же табличка, и видно, что старики. И очень важно для нации, чтобы вот эта преемственность поколений, знаний, людей, эти социальные структуры, они сохранялись. И вот если у вас есть знающий человек, старик, не всем повезло, не у всех, там живы бабушки, дедушки, прабабушки, это все надо записывать. Память слаба. И очень важно именно письменно фиксировать всю вот эту информацию от стариков. У нас в школе, я помню, задание было составить древо, фамильное древо. Я не знаю, сейчас у детей в школах бывает это или нет. Слушай, по-моему, то ли что-то история, культура, Остин, что-то да, было вот по остинской тематике. 8-9 класс. Да, нас даже младше, 6 или 5, я вообще маленький помню, я вот составлял древо фамильное. И я об этом недавно вспомнил, когда я смотрел сериал «Каштановый человек», и вот там норвежская семья, и ее сына просят составить тоже вот фамильное древо. А он никого нету, мама, папа, мама, я и дедушка. И больше никого нет. И он вписывает напарника своей матери в фамильное древо. Ну, потому что больше никого нет. И на самом деле, вот норвежцы это так хорошо на этом сакцентировали внимание, что ну, стало страшно. То есть там такая нуар-детектив и давящая атмосфера создается. И вот это то, что они одни, у них нет родственников, да, вот это один из тот моментов. И я вот как раз вспомнил, а я в 5 классе, когда составлял фамильное древо, мне приходилось отбиваться, что вот эту ветку не добавить, эту, потому что там уже куст получался, и не вариант было нормально все это составить. Ну, на самом деле задача составить древо хотя бы на 3-4 поколения назад, это может сделать практически каждый, это может делать и ребенок. Желательно 10. Нет, чем больше, тем лучше на самом деле. Естественно, там должны быть не только имена, даты и так далее. Но вот кейс 15 детей на моей памяти это первый такой случай, чтобы кто-то составлял, вот, причем недавно составлял, такую, на самом деле, очень сложно было. Это вот задача сложная была. Я хочу сделать поправку насчет родословной, потому что мне было неинтересно составлять родословную, как ее пишут, потому что тогда пишут... Ну, технический момент, да. Ну да, потому что нужно писать только по отцу, по мужской линии. Опять этот феминизм. Нет, дело не в феминизме. Дело в том, что мне хотелось укрепить семейные связи, и мы записывали не только... Это была, ну, то есть, это была моя идея, и я делала то, что хотела, поэтому меня никто не ограничивал внешними рамками. И поэтому я записывала и братьев, и сестер, и супругов. Я записывала, я подумала, о, классно будет потом данные, кто когда родился, соответственно, кто когда умер. Ну, кого-то было известно. Вот. И получилась такая не родословная, а перепись семьи. Ну, там, у кого-то, допустим, я помню, мы думали, как же записать, там, несколько супругов было, и кто-то говорил, надо только ну, типа, последнюю. И я говорю, ну, а там же дети тоже. То есть мы просто записывали то, что нам было интересно, и поэтому получилось так объемно. А вот цель глобально в том, чтобы они собрались и все с друг другом познакомились? Вообще цель собраться появилась в процессе, когда мы начали записывать. То есть сначала мы записали, вот, в следующий раз я пришла к своему дяде, принесла ноутбук, и мы с ним посидели за чашкой чая, пока все болтали, мы это все, он мне надиктовал, мы записали. И он дал контакты, кого он знал. И
потом мы поехали с мамой к ним в гости. Мы просто начали ездить в гости с планшетом. Вот. И так мы доехали в Мизури, тетя была, в городе, потом в Дигаре, в Ардон съездили. И так пазлы стали собираться. Вот. То есть это было на протяжении 2 лет. Мы периодически ездили в гости с планшетом. А потом, когда этот Google, файлик стал там 15 или 20 листов просто с имена. Давай просто покажем. Мы Ну, подумали, пока что говори. имеет смысл собрать всех. Тут вот, короче, да. Да, она очень Короче, большая. вот это, посмотрите, это просто огромная работа. Мы тут сделали так, что у каждой из 15 детей только у 2 не было детей, а у остальных пошли потомки. И мы их вот так собрали кустами, да, как Скажи, Алис и сколько вот здесь, ну, сколько здесь человек, понятно, много, но сколько человек собралось? Я знаю, вот у нас Ты их не считала вот по головам? мама, когда увидела всю родословную, о которой она мечтала вообще увидеть, она всех посчитала своих двоюродных. И у нее получилось 58 братьев и сестер. Двоюродных. Двоюродных, Отлично. да. И когда я узнала такую цифру, говорю, посчитай тогда мне тоже троюродных, раз ты уже взялась. А у меня мама бухгалтер, ей это было профессионально. Она мне посчитала, у меня порядка 120 или 130, я уже не помню точно, ну, такой порядок цифр, троюродных братьев и сестер. Получается, я самая младшая, и они все очень, как бы, далекие такие были. Это просто, вот, пока мы собирали родословную, это были просто имена. И я, А сейчас у тебя какие-то с ними контакты родственные есть? Дело в том, что, когда я собирала, я обнаружила, что моя близкая подруга... Твоя сестра? Да, и мне говорят, а я говорю, о, нифига себе, а для меня просто было имя, да, там, Елена Челахсаева. Я даже не придала значения, что это моя подруга, с которой мы там уже несколько Вот лет так общаемся. вот. Я тоже этого не знала, естественно. Нет, конечно. Значит, ты их собрала все. Да. Все вот они физически присутствуют. И Да. ты еще сделала вот такую штуку, да? Вот. Да. Это, значит... Мы с дизайнером поработали, все, то есть сначала мы составили список всех, а потом мы с графическим дизайнером составили схему, нарисовали их схемы. Мы Так. распечатали ее на большом-большом таком, рулон был целый, для того, чтобы на эту встречу пригласить только тех людей, которые имеют отношение к этой семье. Мне неинтересно было собирать огромную семью, потому что Корнаевы очень большая фамилия. А мне было важно... Я смотрю, тут егорцев много. Да, а мне было важно собрать именно нашу семью, и поэтому предложили такие. Такие список, так, вы, Корнаев, не из нашей ветки, так, вы не проходите. Так и было, так и было. Они спрашивали, они уже, когда это получалось, встреча, то была очень классная тусовка. Понимаете, мы все там, кто музыку, кто презентацию, кто фотографии собирал, и какое-то такое объединение было. И Корнаевы из другой, то есть там у них в Дигаре есть разделение с нижнего села, как бы, ну, с нижней Дигары, ну, как, я не знаю, как это называется, нижний Корнаев, верхний Корнаев, мы с верхних Корнаев. И нижние начали, типа, а нам нельзя прийти, а нам нельзя прийти. Я говорю, блин, ну у нас семейная встреча. На закрытой встрече. Да, вы не проходите. Не, мы не пригласили в итоге. На самом деле, условно говоря, вот в этом как бы издании есть родословное генеалогическое древо, есть фотографии каждой ветви, то есть Да. людей из этой ветви. И семейная фотография с тех вот наших предков, от которых началась... Да, семья. да, она, наверное, даже, Вот она, вот она даже на превью будет Да. как-нибудь. что-нибудь. Дело в том, что их уже много было, и вот мой дядя, Это он... все 15, да? Там То только есть двоих не нету. буду считать, да? Двоих нету. Ага, и вот сзади уже пометки. Да, на одной из фотографий сохранилось описание, кто есть кто. Да, потому что, опять же, уже даже потомки, они Были могли не споры, помнить. да, там мы, потому что, ну, братья, они же, ну, Да, сестры да. друг с другом были похожи, и было некоторое непонимание. Вот еще раз я возвращаюсь к этому вопросу. Почему очень важно именно письменно это фиксировать и не надеяться на чью-то память? Память подводит, особенно чем старше становишься. Это очень важно именно письменно фиксировать, обязательно это делайте, записывайте за стариками, потому что из этого состоит история отдельной семьи, из истории отдельных семей состоит история нации. Да, будьте как исландцы, записывайте саги своей фамилии, да? Да. Короче, это очень круто. И значит, у каждой ветви или у каждой семьи, наверное, вот это издание есть, плюс электронная версия, они могут зайти там, с этим как-то работать. Хорошо, ну вот ты, значит, их собрала, вот они презентацию сделали, а потом что? Как это? Они потом подходили с друг другом, знакомились? Да, то есть там получилось так, что на встрече
люди, то есть это многие из Дигары, дигаринская фамилия, и они вместе работали в больнице, допустим, две троюродные сестры, и не знали, что они троюродные сестры. Вот, то есть они на встрече вживую познакомились, вот, завязались первичные контакты, они ознакомливались с родословной. Вот это было самое интересное. Это был один длинный стол, который объединял всех. Все подходили туда, и это был какой-то важный момент, да, что каждый находил себя, и он чувствовал, что он часть этой большой семьи. И это ощущение было такое ощущение силы. Значит, они познакомились, все, значит, пообщались, узнали, кто кому как доводится, разошлись по домам, обменялись контактами, я так понимаю. Да, они до сих пор общаются. И есть какое-то системное общение между ними? Есть чат поддержки. Чат поддержки, в котором они все собрались. То есть, когда мы вот это все организовывали, там было порядка 80 человек в этом чате. И он остался там, ну, кто-то поудалялся, молодежь, потому что там... Молодежь не хочет общаться, да. Нет, потому что там, как правило, бывают всякие открытки. Да, вот эти открытки. Это, знаешь, у каждого жителя Осетии есть несколько чатов. Это чат двора, где ты вырос, чат подъезда, где ты вырос, чат двора, в который ты переехал, чат подъезда, в который ты переехал, фамильный чат со стороны фамилии отца, фамильный чат со стороны матери. И когда бывает какой-то праздник, это все бывает вот просто одними картинками завалено. Бывает иногда, знаешь, какие-то специфические праздники, там, космонавтики открытки бывают. Да. Кто у нас космонавт? У нас в одном чате двора, там Хиштер написал, хватит вот эти всякие присылать друг другу, это, мы тут серьезные люди сидим, вы тут присылаете картиночки какие-то, и тогда замолкло, короче, на время. Это очень правильно, Хиштер, он должен делиться своим опытом. Да. И, слушай, а вот я так понимаю, теперь там будет такая система у вас. У вас же этот хионизм у осетинцев у вас. То есть теперь я знаю, что вот это там врач, она оказывается моя троюродная сестра. И давай я там через нее буду вопросы решать, да? Ты думаешь, это вот полезно? То, что ты сделала, это полезно? Я глубоко убеждена, что это полезно. Ты создала огромные коррупционные связи сразу же. Ты просто сделала клан. Который не дает Кавказу. Вот эта клановая система, она не дает развиваться Кавказу. Тебе не стыдно? Во всей России коррупции нет, а у нас только клан. Вы очень смешное русло это все уводите, конечно. Что смешного? Все говорят, что на Кавказе особая коррупция. Вот в России коррупции нет, а вот мы страдаем. Мы как бельмо на белой России, черное бельмо. 150 человек, представь. Все это коррупционные связи, сплошные. Это хионизм. Ты сама пользовалась услугами своих родственников вот по Карнаевской линии? Так, машину я купила по Карнаевской. Нет, я шучу. Нет. Это вот брат твой, который помогал тебе выбирать машину? Нет, это мой по папе. Нет, я шучу на самом деле, но да. А ты представляешь, Корнаевых с Кусовыми еще свяжут? Вообще. Ну, это огромная фратрия. Они уже выборы могут контролировать. Поэтому в Осетии нельзя вводить прямые выборы, понимаешь? А то вот такая две фамилии объединятся, захватят, и все, никто никогда не продвинется. Фатима обзвонит всех, короче. Да. Чат поддержки скинь. Да, голосуем, скажем, за условного за условного Пухаева, потому что он Пухаевы, короче, Кусовы. Да. В Москве все предвидели. Прекращайте. Все мы это видели. Давайте теперь про нетворкинг, а то сейчас молодежь разбежится. Да. Ну вот то, что сделала Фатима, Алик, ты как считаешь, это нетворкинг или нетворкинг? Не нетворкинг. Это наш особый кавказский, осетинский нетворкинг. Это модное слово, которое очень часто повторяют, а вот жители Осетии, простые жители Кавказа, они остаются вне контекста. Да? Кажется, что это что-то связано с IT, технологиями и никак не связано с обычной жизнью. Это просто формирование связей, которые помогают вам в работе. Вот в Осетии, вот как родственные связи помогают в Осетии в работе, никакие другие связи так не помогают. И поэтому это самый классический нетворкинг, это формирование социального капитала. Как раз таки о котором говорила Шульман на выступлении в Твери. Она говорила о том, что, понятно, нас ожидают сложные времена, а когда было по-другому. Вот. Но чтобы эти сложные времена пройти, она говорит, что не надо закрываться. Сейчас такое время нервное, люди с разными позициями, общество очень сегментировано. И не спешите рвать связи с людьми, родственниками, друзьями, потому что у вас разные позиции на что-то. Не спешите этого делать. Можете избегать общения по тем темам, которые вам неприятны, но потому что сейчас, когда будет сложно, вот именно эти связи, горизонтальные связи с вашими близкими родственниками, они будут помогать и вам, и им тоже.
Элементарно тут даже не идет речь о материальной помощи. Да? Вот в условиях, когда вот тревожно, вот недавно мы взяли как-то, вот, ну, есть такой чат, там сидят люди, переписываются. И вот никогда не собирались, вдруг недавно случайно взяли и толпой собрались. Потому что есть некое ощущение тревоги, и человек может его, как сказать, избавиться от него, когда он чувствует вот, да, чувство плеча, когда есть. Когда, что есть люди, которые разделяют твою боль, страхи, взгляды, когда ты с ними можешь поговорить и выговориться. И, то есть, когда мы говорим о социальном капитале, люди сразу думают, что к тебе придут родственники деньги у тебя просить, да, или там помочь попросить. Слово капитал их смущает здесь. Да. Вот. А на самом деле это в первую очередь именно поддержка, вот что ты не один. Что рядом есть люди, которые готовы тебя поддержать в сложный момент. Я, например, обратил внимание, что не секрет, что сейчас в Осетию переезжают очень много ребят, ну, там, с Москвы, с Питера, с Дальнего Востока, ну, то есть люди русские приезжают в Осетию, ну, чаще всего русские. И я обратил внимание, что они прекрасно встраиваются, вот, например, в дворовские комьюнити. И когда ты с ними разговариваешь, они говорят, блин, это говорит, такое счастье, что там, вот я, ну, вот эти 2 года, это были годы сплошных похорон из-за этого чертового коронавируса. Я видел, как люди просто, ну, они не осетины, но они на этих похоронах шустрили, помогали, как никто другой. И они говорили, что им приятно это чувствовать. Ты понимаешь, что вот в случае чего тебя также одного не оставят. Вместе рубили мясо, вместе разносили еду, вместе встречали. Любой нормальный человек, у которого есть достаточный уровень эмпатии и культуры, приезжая в Осетию, он понимает, насколько это, вот, это драгоценность. Вот этот социальный капитал, возможность его аккумулировать, она сумасшедшая. И в продолжении я всем рассказываю эту историю, я читал форум. И там парень откуда-то, ну, там тоже Москва-Питер, как я понял, у него жена из Осетии, и они где-то там под Октябрьским, ну, в каком-то селе около Владикавказа. И вот он пишет, рассказывает о том, как он провел очередное лето в Осетии. Я, говорит, приехал, мы встретились с родственниками супруги, собрались, и тут оказалось, что к ним рядом в дом заехал новый сосед. И как, говорит, полагается там на Кавказе, он стал по всем ходить, я такой-то, такой-то, фамилия такая-то, представляться. Вот если что, там звал барана резать, то есть, ну, как правильный, короче, человек. Узнала, что он с моими родственниками, у которых я, говорит, в Осетии, что он из родственной фамилии. Ну, примерно как я и ты, Рвадалта. И итог его поста был в том, что через месяц у меня было ощущение, что этот человек просто какой-то их родственник, который там 50 лет они друг друга знают, с самого рождения, потому что он возил их детей куда-то, они отвозили куда-то его детей, ну вот такая история. И я, говорит, вдруг понял, что эти люди месяц друг друга не знали, и все вот эта движуха была сформирована только из-за того, что он пришел, вы из родственной фамилии, мы из родственной фамилии, все, мы друг другу родственники. И этот человек очень сожалел, что на территории большой России как бы вот таких коммуникаций нет. Ну, как ты придешь к человеку и скажешь, мы с тобой из родственных фамилий. Тут там родственники не так друг другу помогают, как мы здесь. И вот он этим очень сильно восхищался и сожалел, что вот этого института у них нет. А у нас в Осетии я встречаю людей, которые пытаются старательно избавиться от этого института несознательно. Я знаю почему. Потому что нет сравнительной базы. Вот он приехал, там он видел, как нету этого. А здесь мы живем, когда ты постоянно под давлением, ответственность большая, иметь большую семью, потому что нужно ходить на похороны, нужно ходить на все свадьбы, нужно ходить на ковды, на курсы. И кажется, что это мега ответственно, если к этому относиться как только к тому, что от тебя берут. Еще знаешь, что очень сильно раздражают людей, даже не замечания, а некоторые советы от родственников, которые говорят, вот ты так, ну, можешь так сделать или так сделать. Человеку не нравится, когда указывают, как ему жить. Да. И наш товарищ Штырков, очень горжусь, что могу назвать его товарищем, он говорил об этом, тоже был такой круглый стол с ребятами, где люди занимали одну позицию, что мы от этого немного устали, что вот никто не имеет права вмешиваться в мое личное пространство и говорить, как мне жить. Тут как раз была череда кейсов во Владикавказе, когда кто-то кому-то сделал замечание, вокруг этого вот в соцсетях просто там горело все. И вот он сказал, вы понимаете, я прекрасно понимаю всех тех, кому не нравится, что вам могут подойти и сделать замечание. Вообще сам факт, что вам кто-то может подойти и сделать замечание, это неприятно, это ваша вот индивидуальная территория свободы.
Но, говорит, понимаете, если вам это не нравится, есть другой вариант. Вот как там Петербург или Москва. Ты будешь идти, тебе никогда никто не делает замечания, но если ты потеряешь сознание, тебе, скорее всего, никто не поможет. Потому что ты сам определил границы, и никто в эти границы вмешиваться не будет. Если тебе не нравится это, будь индивидуалистом, одиночкой, попробуй выжить так. Но любой человек прекрасно понимает, что лучше иной раз я потерплю мнение своего соседа, родственника, просто жителя Осетии, нежели в сложный момент, когда мне станет плохо, или я просто буду огорчен, у меня будет упадок сил, меня никто не поддержит, я останусь один на один. Я в Осетии ни разу не видел, чтобы человек вот один лежал, ему было плохо, и там сразу толпа собирается, целый тукум, и давай решать, что как делать. Вот у нас вот это национальный нетворкинг. Но к этому нужно поменять отношение, Алекс. Чтобы воспринимать это как что-то хорошее, нужно понимать, что скрывается за... Какой мотив преследует человек, который дает тебе совет. В моем случае, когда я поняла, что моему соседу не все равно, он дает мне совет, потому что в нем нет безразличия ко мне. Ему... У нас это воспринимается как негативно, да? Но в этом же есть и позитивный контекст, есть участие в жизни другого. И как раз-таки ты заговорил про Петербург. Мой опыт жизни 7 лет в Петербурге, за пределами Осетии, очень многое дал. Как раз-таки стремление увидеть в наших традициях что-то позитивное и полезное в современных реалиях, это как раз-таки дал этот Петербург. Потому что ты видишь, как ты один на один. И это очень сложно, хотя при всех условиях жизни в Петербурге у нас была другая ситуация, у нас были и родственники, и друзья, мы с собой привезли какую-то часть своего социального капитала, но все равно я почувствовала разницу. Понаехали в Петербург, там еще свои правила там разводят. Мы уехали. Ну, тут еще надо справедливо отметить, что часто вмешательство близких людей, родственников, соседей, оно иногда несет с позиции, как сейчас там модно говорить, там, токсичных позиций оно идет. Когда человеку, знаешь, вот иной раз, много раз слышал, я никогда не видел от них помощи, да, но вдруг я всю жизнь видел с их позиции критику. Мало, к сожалению, мало осталось вот старших, которые пытаются... Могли бы модерировать эти отношения, да, детоксить их. Да, которые могли бы просто поговорить, выступить в роли немного психолога, да, то есть собрать молодежь, поговорить. Я во многих дворах еще вижу, когда выходит вот какой-нибудь хейстер двора, который постоянно вот во всех движениях бывает, он может просто выйти там, кто-то раз пройдет мимо, он с кем-то заговорит, с кем-то, и он как-то вот формирует такую коммуникационную среду, и со стороны человеку может показаться, вот стоит старик, да, там что-то разгоняет детям, а они скучают. А на самом деле, если ты подойдешь, ты понимаешь, что он уже не разговаривает, он какую-то тему вбросил и слушает, что они говорят, понимаешь? Дальше реплику. И вот это умение вот коммуницировать, к сожалению, оно, как мне кажется, оно было потеряно за 70 лет советской власти, ну, поскольку была индустриализация, там не до коммуникации было. Вот, ну, как-то разрушалось традиционное общество, и нам сейчас это стоит возвращать, поэтому вот мне очень нравится, что вот новостройки строятся, там ребята приезжают, я вижу сразу, кабиц надо сделать, построить, скидываются, вот эти движения идут, вот не вытравить это из осетин. Но вот с этим кабисом, мне кажется, нужна какая-то такая модерация, как сказать, осовременивание. То есть 100%. Есть стереотип. В кабисе это только застолье, это такое место. Обрядовая сфера, короче. Да, и мне кажется, вот этим современным кабисам нужна такая, как бы, внести в них идею арт-пространства, место, где происходит этот нетворкинг. 100%. Там должна быть кофемашина, чай. Да, чтобы это было люди... привлекательное место. Да, особенно очень важно, вот я в детстве помню, вот сокрушался, что детей оттуда из этих пространств убрали. Вот есть Хадзар, какое-то время пускали детей играть, понимаешь, что дети шалят, могут что-то сломать, но потом это просто пространство, этот Хадзар стал закрытым для детей. И вот эта позиция к детям, выдавить их, да, из вот, реальности, да, вот этой, она в первую очередь у детей потом вызывает отторжение к этому всему.
А тебе не кажется, что это связано с той идеей, что ты сказал, что ты сказал про старшего, авторитетного старшего, который вокруг себя собирает. То есть это получается как бы взаимная критика. Вот старший, среди вас нету такого, которого бы хотелось слушать, но это получается и мы критикуем, то есть старший критикует молодежь, вот вы такие ничего не знаете, а младшие критикуют старших. Среди вас нет тех, кого хочется слушать. Да. Ну, это претензии поколений друг к другу. Просто есть же примеры людей, которые вызывают... ну, вот я, например, знаю несколько людей в Осетии, которые вызывают просто там у молодежи какую-то там радость и возможность пообщаться. Например, есть Слава Джанаев, который ездит в горы, восстанавливает святилища, и вокруг него целая вокруг, он создает вайб. Вокруг него люди, они хотят его слушать, он Мы может... почувствовали его вайб, когда мы его пригласили на Да, он может долго и интересно рассказывать, он очень теплый человек, он не агрессивный человек, понимаешь? И молодежь его очень любит. Они готовы там вот с радостью в любую движуху с ним готовы то есть включаться. Есть Хаджи Мурат Гацалов, который вот, этот человек может вот, я не знаю, мне кажется, что он вообще должен был быть лучшим лектором в Осетии, потому что он может так вот прямо умение человека сказать, чтобы затронуть сердце человека, у Хаджи Мурата просто великолепно. И главное, как к нему относится молодежь. Я замечаю, что он даже больше с молодежью общается, чем со своими ровесниками. Да, то есть он прямо как вот ведет молодежь. Есть Артур Бицоев, да, который тоже вот вызывает такие же. И есть много таких людей. Я сейчас просто вот более-менее кого-то медийно известно. Эльбрус Дауев, мы недавно Да, Эльбрус Дауев, да. мы он... с Кисаевым были в его мастерской. Да. И он очень интересные вещи говорил, я под большим впечатлением от этого. Я его знал, но вот так вот. А вот так никогда с ним общался, под большим впечатлением от него остался. А давайте вспомним, с чего началась Кона, Портал. С Мауралова. Да, с Мауралова. Ну, мальчики, я хочу другую идею предложить. Давай. Что вы несете идею, что вот вокруг классного старшего тусовка должна организоваться. Мы назовем это коммуникационный узел. Да, Коммуникационный узел. да. Фиштарата, короче. Да, вот. Мой опыт показывает, что можно и нужно с другой стороны заходить. То есть, смотрите, вот на протяжении 30 лет я обвиняла свою маму, что мы не знаем свою семью. И ничего не происходило, потому что я ждала, что старшие соберутся и сделают. Но когда вот этот разрыв взаимной критики у нас в семье на микроуровне был прерван, и я подумала, что я попробую сделать сама, вокруг себя создать, то сейчас наша семья знает Машу маму, то есть они мне говорят, то есть раньше как было, ты приходишь, ты кто? Я вот Люды Курнаевой дочка, если ты вот в их среде. А сейчас мама приходит на похороны, и они спрашивают, ты кто? Она говорит, вот Фатима Кусова, мама ты. Понимаешь, то есть это ты инициативу возможно. на себя взяла. Вот я к тому, что и это оздоравливало, это старшим нашей семье помогло создать коммуникации. У них действительно разрушился какой-то контакт. И я думаю, что наше поколение может взять ту ответственность на себя и ту инициативу 100%. и создать, и помочь им создавать новые современные связи. У меня это работает на макроуровне. То есть у меня довольно всех родственников, в принципе, я знаю, двоюродных и троюродных, там не такая большая ветка. Там. Но, кстати, со стороны матери не всех знаю, это моя большая ошибка. Но я часто сталкиваюсь. Вот наш товарищ Илас. Да. Он же мой Рвадалон. Да вы все друг другу Да, родственники. просто по факту того, что мы Рвадал-то с Иласом, я теперь вот всем представляю, это мой брат. Ну и он по факту вот у нас такие отношения, да. У нас с тобой такие же отношения, да, то есть я вот, ты Кусова, я Пухаев, все. И я вот на таком макроуровне это выстраиваю, потому что очень много Кусовых, очень много Маргиевых, и постоянно вот этот процесс идет, и встречаю людей, которые вот уже ко мне, даже не зная меня, там они были подписаны там на Инстаграм, приятно было со своим братом познакомиться, и идет общение какое-то. Потом я узнаю у отца, что этот вот тот Маргиев, это вот того-то сын, того-то, да, и оказывается, что наши отцы друг друга знают, потому что, Южная Осетия, она очень тесная.
Вот. Правда, Северян-то вас марки вы побольше. произносите? Я Ну, всё южане марги. Южане Маргиевы Маргиевы говорят, да. произносят. Да, есть Не Маргиевы, зря шла Маргиевы. на подкаст. Что-то новое наконец-то вынесло. от Вот, нас. ну, Маргарита, да, чем мы тоже, надо переходить к исконному звучанию осетинских фамилий, потому что вот Маргарита, Так, да. сейчас он идет далеко. Подожди. На самом деле, то, о чем ты говорила, мне кажется, что не сильно отличается от того, что говорил Алик. Потому что он говорил о коммуникационном узле, логистическом хабе в виде старшего, ну просто ты выступила в вашем конкретном Я прям кейсе. такую инфографику вижу, такой хистер в папахе стоит, и от него такие эти Да. блок-схемы расходятся. Да, понимаешь? да, и вот в этом случае просто ты выступила в случае, как бы, в роли этого узла. Просто ты взяла на себя эту роль. Да, ну я предлагаю эту модель масштабировать, что я говорю о том, что она успешная, она помогает старшим интегрироваться. Они многие, чтобы поучаствовать, присоединиться к этой тусовке, зарегистрировались в соцсетях, освоили, что такое Google Диск. Для них это было далеко. И понимаете, они освоили эти все современные инструменты. Ну, им сейчас И скоро они придется забыть эти все инструменты современные, скорее всего. Я хотела сказать, что они почувствовали себя более живыми, причастными к современным реалиям. Ну да. Ну послушай, возвращаясь вот отдельно конкретно вот к этому кейсу. Вот сейчас нас кто-то послушает, он скажет: слушай, отличная идея. А какие сложности были? Может, ты какие-то советы дашь тому, кто решит заняться такой же работой? Может быть, не знаю, то есть я совершила какие-то ошибки, вы их избежите. Вот, что-нибудь такое можешь посоветовать? Так интересно. Это было очень творческий батик, это было как художник, он рисует картину, это не было такого, что методология, вот, не было никаких ошибок. Ну, как бы я только думаю о том, что нужно было не топить ошибки, за фуршет. Сложности, может, Топить какие-то. Топить за фуршет. Ребята, по-любому нужно делать фуршет и менять. Ну, я скажу, что 4 года назад мне было страшно идти против этого устоя. Но сейчас, уже оглядываясь назад, я понимаю, что можно трансформировать А это. может для начала просто организовать встречу среди младшего поколения, потому что младшее поколение более мобильно для начала, да, и сформировать какое-то там ядро. Понятно, что не все захотят участвовать в этом процессе, а потом уже подключать старших. Возможно, чтобы это было более очень современный формат. Я понимаю, что нужно, ну, я свою идею, да, я как бы свой опыт говорю, я не говорю о том, что это глобально нужно менять, но фамильные куфты в том виде, в котором я их раньше видела, они, допустим, мне не интересны. Я предполагаю, что, возможно, не только мне одной они не интересны. Ну, там не происходит коммуникация, Не это происходит большая коммуникация. проблема. Да. Все садятся и общаются только с теми, кого они уже знают. Фамильные кувды были рассчитаны на то, что вся фамилия друг друга уже хорошо знала. Поэтому, ну тут просто надо знаешь, какой отделить момент? зерна, ну, то есть фамильные кувды должны быть, но должны быть еще другие формы мероприятий, потому что у молодежи, извини, если мы в архаику спускаемся, у молодежи были эти соревнования. Понимаешь, ну сейчас же мы соревнования проводить не будем. Здесь нужно отметить, что за нас, в принципе, осетин стало больше. И, соответственно, людей в фамилиях стало больше. То, где раньше было 5-6 семей, это уже одна фамилия, они, естественно, никакой проблемы не было друг друга знать. Да. Но когда их там несколько тысяч, Как Джоевых, например. там Джоевых, по-моему, десятки тысяч. Это отдельная нация. Да. То это, естественно, проблема их элементарно, там, не то что имена запомнить, а вот хотя бы на вид знать. И поэтому в этом есть тоже проблема. Но это мы переходим в другую проблему, которую мы как-то обсуждали, о том, что фамилии зря перестали Делиться, да. выделяться отдельные фамилии. Да. Ну, это как-нибудь про другое поговорим. Я вот уже ближе к концу. Он должен задать ключевой вопрос, как на этом заработать. Как на этом заработать, уже понятно, здесь мафия. Вот человек говорит, я Дон Корлеоне, я сделал свою мафию. Я еще вот хочу возвратиться к Шульман. Это сейчас задел на будущее. Сейчас ты оценишь, как я красиво вот удочку закинул. Значит, Шульман еще тоже о многом всего говорила. Говорила о 90-х. Сейчас все вот переживают на эту тему. Вот 90-е новые настают. Что спасло страну в 90-х? В том числе и пресловутые 6 соток. Тем, что, так сказать, от голода спасли бабушки, дедушки, и та земля, которая у них была, то, что они выращивали, в города отсылали и так далее. Сейчас вот эта тема огородная, она становится очень много об этом говорят. Возвращаются в огороды, так сказать, думают сейчас об этом. И так как Фатима еще Я еще хотела сказать, с чего ты начал про огород? я издалека начал. Еще и большой специалист по вот этой теме,
Огородоведению. огородоведению, да, Главный агроном. да. Я хочу, Главный агроном хипстеров всей хочу тебя Осетии. попросить, Фатима, прийти к нам еще раз, и мы с тобой поговорим об этой теме уже вот с точки, ну, там, не как агрономы, Да, по-моему, Фатиме лекцию надо на тему. да, а вот что-то социальное, вот как вот что-то вот сейчас происходит, я думаю, это чуть попозже будет, когда мы уже... Фатима должна быть нашим Берл Гриллзом, ну помнишь, который вот как выжить в лесу. Вот Фатима должна сказать, как это выжить. сурвивалисты. Да-да-да, как выжить в огороде, как надо посадить. Да, Я произвожу впечатление человека, который спасет вас Нет. в трудных условиях. да, ты нас научишь, поделишься с нами опытом, вот как ты сейчас с нами поделилась опытом. Спасибо тебе большое, мне было очень интересно. Мы просим наших зрителей оставлять комменты, делиться своим опытом. Мне лично я что-то такое сам давно хочу сделать, и может вы что-то посоветуете интересное. Спасибо Алику Пухаеву, он красивый, он посидел здесь, от него пользы особой не было. но Меня все свергли равно, с моего места. да, я вот на месте ведущего. Спасибо вам еще раз. Я, может, как первое домино в череде свержений стану. Все, до встречи, удачи.